Юлия эжеке, Румынияға барып клип тарттыңыз да? Ал жаққа қандай мақсатта бардыңыз? Атайын клип тартқаны бардыңыз ба? Всегда подготовка моих клипов к съемкам всегда дольше. Готовимся там несколько недель, месяц, а иногда несколько месяцев, а снимаем день или два всего лишь. Но от хорошей подготовки всегда зависит результат итоговых съемок. Берегите себя, берегите своих близких, любите друг друга, да, цените друг друга просто за то, какие мы есть. Жүрегіңіз соғудан тажабасын, аппақ сүйі табыңыз. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз болсо эфирдик сапарыбыз алдыга карай улантабыз. Дал ушул мүнөттөрдө биз экинчи сыйлуу кадырлуу коногубузду дагы тосуп алган учурубуз. Ал конок ким деп турган болсоңуздар, демек сиздерге тааныштырып, кызыктуу маегибизди баштайбыз. Сонун бүгүнкү коногубуз аябагандай сонун, атмосфера студиябыздагы жылуулук, ысык, 150 градус болуп атат. Ушунчалык. Себеби дегенде атайын Бишкек шаарынан болгондо дагы самолетко, учакка билетин алмаштырып, ушул Арутанга эфирге барайын деп келген Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Юлия Рудская. Доброе утро, да, ради вас поменяла билет. Эң сонун биз аябагандай кубанып калдык. Ошко кош келиңиз, студияга кош келиңиз. Чоң рахмат, чоң Көрүп рахмат. турганыңызга аябагандай кубанычтабыз. Келиңиз, алгач эле телекөрүүчүлөр менен саламдашып алыңыз. Доброе утро, я очень рада вас всех видеть. Вчера такой радушный прием был на выступлении. Сегодня везде, куда мы не придем, везде радушно встречают. Я обожаю город Ош. Спасибо вам большое за гостеприимство, за то, что вы такие замечательные, за то, что у вас такие горячие сердца. Спасибо. Юлия эжеке, жогоруда өзүңүз айттыңыз, билетти атайын алмаштырдым депчи. Ошол айтып бербейсиң да, кандай болду? Ну, запланирована была поездка назад в Бишкек. Сегодня утром в 10 должен был быть самолет, да, но поскольку вчера вечером мне в последний момент сообщили и пригласили на эфир на радиостанцию одну и к вам на эфир на Ош ТВ, и, конечно же, я не могла отказать и с радостью согласилась приехать к вам, и из-за этого быстро-быстро получилось и поменяли билет, и сегодня вот только днем после вашего эфира я улечу в Бишкек. Биринчи болуп бизге келдиңиз. Конечно. Эң сонун эжекесин азыр бул жерде бизге кирип келгендеги эле энергиясын көрүп аябагандай сыктандым. Спасибо. Сиздеги энергия бизге дагы өзүнчө бир энергия берип турат десек болот. Анан суроо салгым келип атат. Ушул энергияны кайдан аласыз? Ну, вы знаете, наверное, из-за того, что занимаюсь любимым делом. Наверное, скорее всего, из-за этого. Потому что, когда ты делаешь свою работу с удовольствием, даже если ты устаешь, вот, например, вчера мы очень поздно легли спать после выступления, да, и очень рано сегодня проснулись, но из-за того, что ты просто кайфуешь от процесса, ты готов даже не высыпаться где-то, не покушать, не отдохнуть, но ты делаешь работу с любовью, и поэтому для тебя это не проблема, и плюс я заряжаюсь, конечно, от своих поклонников, от людей вокруг меня, когда вот так вижу, когда улыбаются, да, когда люди приветливые, когда люди добрые, с открытыми сердцами, из-за этого я тоже заряжаюсь и стараюсь им отдавать еще больше. Жакшы. Буга чейин кышта келген элеңиз, жаңы жылда келген элеңиз да. Анда Ошто аппак кар, кыш болчу да. Азыр эми күз. Оштогу күз кандай болот экен? Ну, мне кажется, что все сезоны красивые ваши. Почему? Потому что у вас очень чистый город, очень чистый в любое время года. Это я думаю, столице нужно поучиться у города Ош. Это надо признать. Вот. И всегда, в любой сезон у вас чисто, красиво. А сейчас особенно столько зелени, да, у вас прям красота такая. Мы ездим по городу, и прям и вчера вечером, и сегодня с утра прям любуемся. Такие красивые улочки, все так аккуратно. Поэтому, мне кажется, любой сезон в городе Ош красиво. Ошону менен биргеликте эле эфирдин башталышында айтып калдыңыз, Оштун эли өзгөчө меймандос деп. Анан дагы кандай сапаттарын өзгөчө баалайсыз? Ошко келгенде сизди кубандырган какие цели для того, чтобы приехать в Ош? Не совсем поняла. Сапаттары, мисалы, Ош элинин, Оштогу элдердин кандай мүнөздөрүн өзгөчө сизге жагат? Характер. У людей, именно здесь, да, именно здесь в регионе, но мне кажется, что вот гостеприимство это получается, наверное, основное, то, что отличает горожан, потому что вот ты приезжаешь и просто с аэропорта уже сразу же все встречают улыбками, так радушно, как бы, и ты чувствуешь себя, как будто ты дома, как будто ты дорогой и такой долгожданный гость. Приезжая
признаться честно, в Бишкек все равно все такие загруженные, суровые как-то, и ты этого не чувствуешь, потому что все суетятся, какие-то загруженные своими проблемами, а в Аше этого не чувствуешь. Ты приезжаешь, и как будто бы вот только тебя и ждали, да, причем это чувствуют все, не только как бы, ну, можно было бы сказать, что я артистка там, да, нет, это любой человек, который приезжает в Ош, его встречает вот так радушно. И мне кажется, что люди здесь больше умеют, что ли, радоваться жизни как-то тогда. Возможно, из-за того, что Бишкек как бы по размеру больше, по населению больше, и там суета уже, да, и как бы люди уже такие загружены, а в Аше все-таки как-то все так здороваются с друг другом, да, я заметила, по улице проходишь, и все говорят друг другу «здрасте», это очень здорово, как, наверное, в советские времена. Очень хочется, чтобы вообще везде, по всему Кыргызстану люди просто даже незнакомые там говорили «добрый день», «хорошего дня», там, да, вот так вот, это было бы здорово. Жакшы, сиз барган жериңизге аппак сүйүү тартуулап жүрөсүз, жаз тартуулап жүрөсүз, мына кийимиңизде деле гүл, жаз да, сон болуп турат да. Ошко деле аппак сүйүү тартуулайын деп келдиңизби? Цель, план эмне болду? Вот сейчас вообще получается. Кстати, я на следующей неделе снова, куда я буду, приеду в город Ош и буду выступать на стадионе 18 числа. Всех, да, приглашаю, буду с нетерпением ждать встречи. Вообще, какие цели и планы? Сейчас, вот вообще на этот сезон у меня на студии лежит несколько песен, и куда я планирую их закончить до Нового года. Это 2 песни на кыргызском языке. И, конечно же, сегодня я еще тоже привезла к вам новый клип на песню «Джаро Керим». Надеюсь, мы сегодня его с вами вместе покажем телезрителям, да? И так что планов очень много. Ну вот, наверное, не буду забегать вперед, потому что я люблю рассказывать о том, что уже сделала, а рассказывать просто о цели, как бы, ну, как будто бы хвалиться о том, чего ты еще не смог сделать. Вот, поэтому. Жакшы. Аппак сүйүү тартуулап, мындай тойлордо өзгөчө жар-жардын ордуна алып кирип атасыз да, ошондо канча жаш жубайлардын бактылуу болушуна сүйүү тартууладыңыз да? Канча жаштарга? Я не знаю даже сколько, я думаю, что мы пытались посчитать на протяжении уже 7 лет примерно. Эта традиция сама собой родилась, и по всему Кыргызстану я уже выводила. Вот буквально вчера я заводила невесту в городе Ош под аппак сүйүү. И однажды даже кыргызы, живущие в Новосибирске, приглашали меня в Новосибирск, чтобы я завела молодоженов там. Это было так здорово. Потом в Алма-Ате тоже кыргызы, живущие в Казахстане, также меня приглашали. То есть эта традиция уже так разошлась дальше, даже нашей страны, потому что наши кыргызы живут во многих странах уже. И вы знаете, наверное, уже более 500-600. Да. Невесты и молодожены. Энди ошол эле ырдап калышыңыз боюнча айтып өтпөйсүзбү кененирээк аппак сүйүүрүн? Кантип ырдап калдыңыз эле? Не совсем поняла. Аппак сүйүүрүн. Кантип ырдап калдыңыз эле? Так, еще. Аппак сүйүү ыры, аппак sevgi. Башка тилдерге да которулуп атабы? У меня же есть на 3 языках, да. На английском, русском и кыргызском. А версия есть, да, такая. И есть еще Джамгүл Түгүлбай Казакова на 3 языках тоже, да. А өзүңүзгө кайсыл тилде ырдалганы жагат? Ну, именно аппак сүйүү или вообще в песне? Аппак сүйүү. Именно аппак сүйүү, да. Ну, очень сложно сказать. Наверное, в любом случае, любая песня в оригинальном языке, она звучит лучше. То есть та песня, на которой эту песню придумали, создали, написали, она всегда звучит гармоничнее, что ли. И мне кажется, на кыргызском, конечно, она как идеальная версия, да, на кыргызском, да, в любом случае. Өзүңүздүн оюңузда ошол идеалдуу оригинал ырды таап ырдай алдыңызбы? Ну, для меня лично, ну, вообще я очень самокритичная, и мне кажется, что всегда я что-то не так делаю, вот, поэтому мне кажется, что я в любой своей работе найду какой-то момент, к чему
ну не то что придраться, но над чем можно еще поработать и улучшить. И поэтому, мне кажется, я такой большой критик, самокритик. Өзіңіз критиканы жақсы көресіз, сізді критика қылғандарға қандай қарайсыз? Я, в принципе, адекватно воспринимаю критику, но когда это критика, допустим, от профессионалов, есть такое, допустим, есть люди, которые скажем так, не разбирается, ну, пример, да, не про музыку даже, человек, который совершенно не разбирается в ремонте, он приходит и говорит: ты знаешь, ты не так покрасил стену, и ты знаешь, что человек сам не умеет красить и не знает как, и он говорит, что ты не так покрасил стену, то, конечно, ну, ты будешь эту критику воспринимать как бы так, да, когда этот человек идеально делает ремонт и красит лучше всех стену, и ты знаешь, что он сказал, что тебе надо еще поучиться красить стену, и ты думаешь: да, наверное, я еще недостаточно хороший, мне нужно расти. И вот так же и в моей работе. Если я знаю, что человек суперпрофессионал, и он критикует меня или же делает лучше, чем я, и говорит, что да, тебе нужно еще стараться там где-то что-то изменить, улучшить, то я, безусловно, буду прислушиваться к этой критике и стараться становиться лучше. Если человек, скажем так, посредственный и, к сожалению, пока еще ничего лучше, чем как бы успешного вообще не создал, не то что лучше, чем я, а вообще сам не создал какой-то продукт успешный, не состоялся как личность, то очень сложно воспринять его критику как профессиональную, да? Поэтому я как бы ее выслушиваю, но уже это не ранит мое сердце так, как если бы это было раньше. Так что я уже стала более избирательно в этом, да, более объективно стала в этом. Да. Урматтуу замандаштар, кайрадан биз түз эфирдебиз. Ару таң программасы бүгүн студиябыздын коногу да өзгөчө. Дагы бир эсиңиздерге салалы. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Юлия Рудская. Маанай жакшыбы? Да, конечно, жакшы сон даже. Клибиңизге да көп болдук. Эми дал ушул клип боюнча сөз кылалы. Да, Канча убакытта тартылды, кайсыл жерде тартылды ушул боюнча кенен? Снимали в Румынии, в городе Ясы. Это моя уже 4-я работа с румынским режиссером Чиприан Якоб. И, получается, 3 клипа снималось в Румынии. Это «Гукугум», «Невесомость» и вот сейчас «Джаро Керим». И 4-й клип, который мы снимали с Чиприаном, это в Молдавии, в Кишиневе еще. «Нота до» дуэт был с молдавским певцом. Вот 4 работы с румынским режиссером. Это вообще колоссальный для меня опыт работы, потому что насколько профессионально все это снимается, подготовка к съемкам. Я вообще благодарна Богу за то, что у меня такая появилась возможность с ним сотрудничать, и уже вот несколько лет мы создаем какие-то работы вместе, и тем более на кыргызские песни, так что кыргызская музыка даже звучит теперь и вот на румынских улицах во время съемок, даже так. И снимали мы, клип вышел вот в этом году, не так давно, и снимали мы недолго, где-то, наверное, 2 дня, да, 2 съемочных дня всего лишь было. Подготовка моих клипов к съемкам всегда дольше. Готовимся там несколько недель, месяц, а иногда несколько месяцев, а снимаем день или 2 всего лишь. Но от хорошей подготовки всегда зависит результат итоговых съемок. Вот как бы так. 4 клипте ошол башка режиссерлорду тартты деп атпайсызбы? Кыргыздын режиссерлоруна мындай жакпайбы? Нет, почему? У меня, допустим, тот же «Апах Сию», да, клип, который всем практически нравится, этот клип снял Саша Белов, наш режиссер из Бишкека, Дёлу Гармбельгемин тоже, Александр. Я очень, знаете, я очень консервативна в работе, и если кто-то схож по взглядам с моим творческим и по человеческим качествам, я к этому человеку прирастаю, что называется, и мы много лет вместе работаем. Это вот так, с аранжировщиком Александр Юртаев, почти там 90% моих песен создавал и создает до сих пор Александр. Потом клипы, наверное, половина моих клипов, больше даже, создал Саша Белов, получается, из Бишкека. И вот уже 4 работы Чиприан в Румынии, да. То есть если мне нравится с кем-то работать, я такая верная в этом отношении, да, в работе. И если мне, что называется, если я люблю, то навсегда, вот как так. Бул жакта комментарийлер дагы өзгөчө, мындай негатив жок, да ошол клипке болгондо дагы кабыл тилектер арбын, эң сонун ыр, эң сонун клип дейт, красивая, нежная песня дейт. Браво,
Юленька. Жалаң гана жакшы комментарий Прекрасно. жазылган, э? Сонун. Мынча жагымдуу. Сонун аябай дейт Юлия, Кыргызстандын жылдызы. Бельгиядан жердештерибизге ысык салам дейт. Жакшы. Юлия эжеке, Румынияга барып клип тарттыңыз да? Ал жака кандай максатта бардыңыз? Атайын клип тартканы бардыңызбы? Мы поехали туда, я поехала туда, собственно говоря, для участия как член жюри от Кыргызстана в международном конкурсе эстрадных исполнителей. Уже несколько раз я была приглашена в Румынию для участия как член жюри, вот, и на некоторые конкурсы вообще в другие страны я иногда беру конкурсантов, кстати, из Кыргызстана, так что имейте в виду, юные таланты, да, присылайте мне свои видео, да, свои песни, да, кто знает, может быть, на какой-то из конкурсов я возьму и выберу и вас, и возьму на какой-то международный конкурс. И, собственно говоря, я поехала для участия как жюри, но мы специально заранее запланировали съемки, потому что уже с Чиприном были знакомы, мы предварительно созвонились, списались, обсудили песню, идею, содержание и как бы место съемок, да, и он все подготовил, и получается, я уже приехала и буквально на несколько дней задержалась именно для съемок. Мы все это провели, потому что Чиприн предварительно уже готовился несколько недель, и вот так вот произошли съемки, все вместе как бы полезное с приятным. Жакшы. Өзүңүз жанагы критика кылганды жакшы көрөм дедиңиз, ошон үчүн жюри болгон окшойсузго, э? Вы знаете, вообще жюри это отдельно очень сложная работа. О. И в Бишкеке очень часто приглашают меня в жюри на конкурсы и красоты, на конкурсы и талантов, вокальные конкурсы. И это, я бы сказала, не совсем благодарная работа, потому что я всегда очень честно сужу. То есть для меня важно, чтобы быть в ладах со своей совестью. Бывали случаи, когда на конкурсах сидишь в жюри и приходит СМС там, даже из правительства, из там, министерств или каких-то знакомых коллег, что Юлечка, оказывается, ты в жюри, пожалуйста, там мой племянник, внук, братишка, сестренка и так далее, ты обрати внимание или поддержи, я отблагодарю или еще что-то. Даже один раз написали, мы вам подарим норковую шубу, пожалуйста, поддержите нашего ребенка, там, Юля. Для меня материальные ценности, безусловно, важны, но они важны только после моих моральных ценностей. И если я сделаю что-то против моих личных моральных ценностей, то мне будет от этого не в радость эта материальная ценность. И поэтому я даже без сожаления отказываюсь от этого, потому что для меня моя совесть на первом месте, и уже остальное потом идет. И поэтому я всегда сужу на всех конкурсах только в соответствии со своей совестью. Неважно, это международный конкурс в Румынии, там, в Турции, в России или в Кыргызстане. Самое главное, чтобы я честно судила для себя. И как бы тут уже без обид. Если ваш ребенок или там, я не знаю, родственник был лучшим, значит, он получил хорошие оценки. Если, к сожалению, он не был лучшим, то значит, он получил те оценки, которые получил. Вот. Эми ошолордун авторлору боюнча, башкача айтканда сөзүн ноонун ким жазды? Музыку написала Махаббат Тагаева. Это дочь известного композитора, да, которого уже, к сожалению, нет живых, но вот она решила продолжить его, как бы, да, такую творческую миссию. Слова Надырбек Алымбеков, замечательный автор песен, стихов многих, и, кстати, человек, который перевел их Коран. Вот, и, собственно говоря, очень, да, многосторонний человек и друг нашей семьи, кстати. И чем могу похвалиться, то, что «Джаро Керим» — это первая песня в моем репертуаре. Слова к этой песне подобрала я сама. Каким образом? Надырбек Байке, когда я сказала, что хочу исполнить песню на его слова, он сказал: вот мой сборник стихов, вот такой толстый, вот возьми, Юлечка, и подбери сама слова, которые тебе понравятся, я разрешаю, любые можешь взять для песни. И музыка уже была, Махаббат написана, и я сама подобрала без чьей-либо помощи, всегда мне подбирали или готовые уже песни, выбирали, или же учительница по кыргызскому помогала. Это была моя «Джаро Керим», первая песня в моем творчестве, когда я полностью сама выбрала эти стихи под эту музыку, сама все смысл поняла. И для меня это как бы такой маленький прорыв, что я уже сама самостоятельно на кыргызском выбираю слова для песни. Канча күндө жаттап өттүңүз?
Ну, наверное, где-то 2 дня я искала, да. Ну, потому что я подбирала, чтобы еще по размеру музыки подходила рифма, чтобы рифма идеально ложилась на музыку, да. Клиптеріңізде, ырларыңызда деле өзіңіз аппақ сүйі деп эле, өзіңіз жалғыз эле, жароо керим деп эле жүрөсүз, анан кийин жаныңыздагы женихти же болбосо жанагы дуэт ырдаган кишини качан көрөбүз? Качан дуэт ырдайын деп атасыз? Вы знаете, не очень люблю, что ли, дуэты, не знаю, у меня всего несколько дуэтов, это вот с Ади Карпом, молдавским исполнителем, с Самарой Каримовой, кстати, дуэт на песню «Курбум», вот, и как-то так сложилось, что дуэты все-таки они, потому что 2 разных взгляда, как бы, и мне кажется, нужно идеально вот сойтись по взгляду на творчество, на эту песню, для того, чтобы создать какой-то такой гармоничный продукт, да, гармоничное творение. И вот не всегда это совпадает, поэтому я не гонюсь много дуэтов записывать. Вот с Самарой как-то мы так на одной волне были, и эта песня очень понравилась, и мы вот как-то так ее, мне кажется, очень душевно создали вместе, и вот до сих пор многие исполняют. И, кстати, эта песня, ее нам подарила казахский композитор, вот, Баглан Бабижан. Некоторые, кто вот увлекается казахской музыкой, они думают, что, ой, типа, там, плагиат украли. Нет, Баглан Бабижан со своего разрешения дала эту музыку, слова написала здесь уже кыргызский автор, поэт. И, собственно говоря, таким образом появилась эта песня, и что приятно, Баглан Бабижан всегда там в интернете благодарит нас с Самарой за то, что вот мы исполняем ее песню, и казахские слушатели в том же Ютубе, да, в комментариях в Инстаграме часто пишут комментарии, что ваша песня казахской версии, да, как бы песня на кыргызском лучше, мы больше любим, чем даже казахскую версию. Вот это очень приятно, да. Эмечке алдыда дагы кандай ырларды жаратайын деп жүрөсүз? Кандай ырлардын үстүнөн иштейин деп атасыз? Ну, вот как я и говорила, не люблю забегать вперед, да, и рассказывать о том, чего еще не сделала, потому что это просто хвастовство на ровном месте, да, а как бы еще результата нет. Но дай это Бог, есть еще несколько песен, над которыми я работаю. Одна из них старая песня, одна из них новая песня, вот. И куда я в ближайшее время, я очень надеюсь, что закончу работу над ними и приеду и привезу обязательно вам и покажу результат. Жакшы. Кече жакында медаль тагындыңыз эле. Медаль көрүнбөйт. Кандай медаль болду? Бизге айтып бербейсизби? Вы, да, осведомлены даже. Смотрите, я получила медаль к 30-летию независимости Кыргызстана. Эта медаль получается от государственного канала ТРК «Пирамида», да. Я являлась когда-то сотрудником даже ТРК «Пирамида», очень давно, да. И вот, собственно говоря, за вклад в развитие телеканала когда-то и за вклад в творчество вообще, в музыку, культуру кыргызскую, мне вручили вот эту медаль. Мне еще ряду наших очень талантливых исполнителей, я очень горда, что мое имя рядом с ними, это Курмангазы Азыкбаев, да, Джилдыз Османалиева, Актан Сабаев, группа Инсан, да, вот, и мне очень приятно, что и меня тоже отметили мое творчество. Но, к сожалению, да, сегодня я ее не одела, она осталась в Бишкеке. Эң жакын досуңуз ким? Самые близкие друзья, конечно же, это друзья с университета, с американского университета. Это вот несколько у меня друзей, которые, что называется, чем раньше мы встречаем друзей, чем ближе они, да. Но еще есть один очень близкий друг, и я хотела бы сегодня тоже о нем упомянуть. Сегодня у нас такой замечательный и солнечный эфир, и не хочется его омрачать, очень хочется пожелать здоровья всем, и моему другу в том числе. Сейчас находится в Бишкеке на лечении в реанимации, в очень тяжелом состоянии с коронавирусом. И я молю Бога, и очень многие его поклонники и подписчики, я смотрю, мои очень много пишут добрых слов. И я хочу обратиться ко всем, да, чтобы каждый из вас в душе пожелал добрые пожелания, чтобы вот мой близкий друг тоже, Леша Филатов, скорее поправился и был с нами, да, живой, здоровый. Чоң рахмат. Сонун маек болуп атат, бирок биздин убактыбыз кыскарып баратат да кесиптеш. Ошондуктан биз сизге ыраазычылык айтабыз. Аябагандай сонун болду. Ушундай бир таза жүрөк менен маектешсең бир баары бир башкача да.
Эркин микрофон берели сизге. Спасибо. Жалпы эл журтка кабыл тилегиңизди угалы. Спасибо большое, спасибо телеканалу Ош ТВ, Арутан, да, за такой замечательный эфир, солнечный. Вы даже вдвоем такие яркие сегодняшним утром, да, поднимаете настроение. Я всегда не устаю удивляться, как в городе Ош на телеканалах и радиостанциях многие телеведущие более профессиональные, чем даже в столице, И очень хочется, чтобы вот вашу школу даже многие столичные телеведущие перенимали. Я вас поздравляю, это большой успех, потому что, казалось бы, да, регион, да, но тем не менее вы такие молодцы. Хочу всем телезрителям вашего телеканала и всем вообще ашанам пожелать крепкого здоровья. Берегите себя, берегите своих близких, любите друг друга, да, цените друг друга просто за то, какие мы есть. Не уставайте благодарить за добрые дела друг друга. Ну и, конечно же, мир и процветание нашей стране, да, 30 лет независимости. Я надеюсь, что самые тяжелые и сложные времена позади, куда я выросла, да, и самые светлые и лучшие времена для нашей страны будут впереди, и что мы все с достоинством пройдем, все испытания, да, и станем лучше, что мы будем добрее друг к другу, да. И, конечно же, я как человек очень толерантный, и это показываю всегда своим творчеством, родившись в Беларуси, будучи белорусской по национальности, да, славянкой, я очень уважаю кыргызскую культуру, кыргызский язык, кыргызскую музыку, и своим творчеством я всегда об этом как бы стараюсь нести вот эту толерантность. И мне очень хочется, чтобы все мы, вне зависимости от национальности и религии, уважали друг друга и любили, чтобы мы ценили друг друга, несмотря на то, что моя кожа чуть белее, чем ваша чуть темнее, у вас темные глаза, у меня светлые глаза, да. У вас черные волосы, у меня светлые. Но мы все одинаковые, созданные Богом, Аллахом, и мы все заслужим уважения, любви, терпения друг к другу. Чтобы на улице, на дороге, на машинах, когда люди проезжают, чтобы улыбались друг другу, не ругались друг другом, да? Чтобы просто ценили, уважали, любили друг друга. Сон, рахмат, бар болыңыз. Жүрегіңіз соғудан тажабасын, аппақ сүйүү табыңыз. Рахмат. Эми урматтуу телекөрүүчүлөр, бизди алдыда дагы бир сонун түрмө күтүп турат. Бул болсо албетте биздин каарман түрмөгү, башкача айтканда кечээ эле комуз күнү болбоду кездеш. Мына ошо боюнча комуз күнүндө комузун колуна алып элге өнөрүн тартуулап келген инсан тууралуу биздин кесиптешибиз сюжет даярдаган. Демек, дал ошол сюжетке көз жапчабыз. Жакшы болот.